Волкову Лидию Ильиничну, старейшину Чувашского этнокультурного объединения, Чувашского центра в городе Павлодаре, в Республике Казахстан. Эта женщина прошла очень большой жизненный путь. И сейчас решили все-таки снять про нее фильм. Потому что она у нас не только поет в хоре Сеспель, она еще пишет стихи. Она в течение жизни писала заметки в нашу павлодарскую газету «Звезда Прииртышья» о своей жизни. О ней писали тоже. В течение всей своей трудовой жизни у нее очень много грамот, у нее медали за ее труд. А я очень прошу ее все подробно рассказать о своей биографии. Я, Волкова Лидия Ильинична, родилась в 1937 году, 3 февраля, Чувашская ССР, Аликовский район, деревни Передние Хирлепы. Такая наша деревня. В моей жизненной памяти, начало моей жизни, это, конечно, не могу. Это, конечно, как провожали отца на войну. Зима, помню, зима, морозно, окна замерзшие, темно еще, зимнее утро. Приходит к нам женщина, я ничего не знаю, только вижу, что мать ходит по дому, плачет, расстроенная, и такое мое утро этого дня. Я его, конечно, не помню, какой это день был, какое это число было, но утро этого никогда мне не забыть. При свете керосиновой лампы, вижу, мама носится по дому следами, плачет. Отец, как мужчина, помню, так степенно вроде бы. И потом тут же, по-моему, даже эта женщина, она принесла, оказывается, отцу повестку. Вот с чего началось наше утро это. Но оно было, не знаю какой день, но оно было. Видимо, на другой же день проводить его надо было, да. Помню, тут же быстро собирались, вся родня наша. Дед сидит за столом, ой, нехорошо. А я помню, с матерью рядом, возле печки, где печку ставить, горшки, топить печку. Такая, как она называлась, даже не знаю. Я как раз до него мой рост был. Так вот легла. Чупаю. Ой. И так, такие проводы, дальше ничего. Потом в скором временем были у отца с матерью сводные сыновья. 2 Ваньки. Ванькой звали. Обои с 1 года, 25-го. Потом в скором временем этих братьев моих собирают. Ванек моих, наших братьев. И мы остались. Сестра с 31-го года, Нина. Брат 34-го, я с 37-го. А Нина еще вспоминала, рассказывала до конца своей жизни. Ей было 12 лет, когда все это происходило. Когда провожали отца, вроде бы он ей наказывал. Нина, ты... Не могу я. Самой старшая будешь, вся трудность ляжет на тебе. Держись. А мама осталась беременная. И было стихотворение в учебнике на чувашском языке. Называлось «Трое». Я его расскажу только по-чувашски. Жаль, что вы не понимаете слова. Ну ты нам переведешь потом. Может, немножко переведу. Череха дармашкан дашман алынчен. Ой, не могу.
Framdaduh naše, tamam gelince. Framdaduh naše, igivi lübe, Silvergan'la çalışınız ençü lübe. Aşı vilet, üget, düşman bulunca, düşman bul lübe, aşı vilet, üget, düşman bul lübe, пожали üget, он как горежине. Aşı vilet, üget, düşman bul lübe, пожали üget, он как горежине. Ружье падает на грудь. Ну, переведи теперь нам. Aslı ilci yükne aslı ilci yükne слумак пожала, везем гайрежикин да тахмалула. И мы эти вот это стихотворение рассказываем, бывало, гордостью. Это стихотворение про нас. У нас папа ушел 2 сыновьями. Это наше было мнение. История никто не зафиксировал, конечно. В то время не до того было. Мы рассказываем гордостью это стихотворение, мама плачет. Такое было детство. Потом, конечно, работа. 6 лет. В лес надо было ехать за дровами километров за 15. А там и лесник. Лесник, если поймает, уж не добровать. Ой, такой случай еще рассказать. Вот такая зима. Это потом попозже, конечно, когда мы немножко подросли. Такая зима, топить надо, дрова нету. Мама всегда ездила в лес, конечно, никому не доверяла. А тут вроде бы они подросли, да хотела, наверное, немножко освободить себя от трудностей. А их поймал лесник-то. И сани собрал. Голой лошадью пришли. А дома холод. Что делать? Сани колхозные. А колхоз за это пощаду не даст. Его надо возвращать. Ой, страшно. Пережили много. Но потом вернулись сани? Нет. Так и не вернули, а в колхоз? Сани вернут так, когда понесешь справку, откуда ты. Чтоб тебе штраф на тебе наложить за дрова эти, что в лесу набрали. Смотри, как строго было, да? Ну, и такая жизнь была вообще. Ну, страшно было. Справку не повезли, Саню не вернули. Ну, приходилось пережить, конечно. Ну, 6 лет работала, чужала, серпами. Сену сушили, грузили, возили, а потом побольше уже подросло, лет 14, наверное, мешки таскала. 70 килограмм в мешке, тебе никто меньше не насыпет. Из-под комбайна набирают, мешок полный завяжут, толкнут на землю, а я его поднимаю вот так вот. 14 лет уже. Брат в армии младший ушел 34-го года, который, чтоб лошадь закрепленная в себе держать, исполняла такую работу. Ну, побольше зарабатывать надо было. Ты расскажи, как если на плечо и потом сыпалось, и тебе на душе легче было, что мешок легчает. Расскажи. Ну, это нет, по-моему. Стиляги, говорит, на плечо несу. Его не на плечо, земли вот поднимать так? вот так вот и грузить на тележку. А высыпала как? На телегу. А высыпала на ток возили же. Ну, на плече же, наверное, несла, или тоже так несла? Как несла на телегу, грузила. Грузила на телегу, говоришь, на сама мне плече не несла. Я Нет. поняла, что на плече. Это с поля на ток надо возить. Несколько мешков нагрузишь на телегу и привезешь на ток.
И вот. там уже рассыпешь его, перерабатывают, почистят. И еще вот такая работа была. Понятно. Это самая тяжелая работа. Ну, такой тяжелая работа. Может, вам вообще его не поднять? Нет, на плече не таскала. Нет, мы не На таскали. телеге. Я на такую работала одно время в На колхозе. телеге возила. У нас мужчины носили, мы не носили. Ну и разные, косила и жала, и... ну как все. Все так работали, такая была жизнь. 6 лет Ну, я- коноплю, да? Коноплю еще Коноплю дергали. дергали, Представляешь? его в воду На масло. вложили. Ну, может, оно все смешно только. Ну, такая Ничего была, смешного такая нет. была жизнь. Такая жизнь Поэтому была, да. почему я стесняюсь свою биографию? Ничего Мне нету стесняться. такой Было светлой тяжелое биографии, время. у меня нету. Мне Тяжелое только время. работа. Ну, потом уже подросла, года шли, выросла, 18 лет исполнилось, завербовалась, поехала на заработки, заработать, переодеться надо было. В колхозе же за эту работу, что мы 70 килограмм таскали, мы же копейку не получали. Только за труд. Зерно там, если в конце года дадут на трудодней, и солома, корм для скота. А деньги мы не видали их вообще. Мгм. Ну, так жили, когда исполнилось 18 лет, уже девочка выросла, переодеться охота. Ну, мне, правда, старшая сестра с 31 года, которой она ездила. Вперед она ездила, тогда ей 18 исполнилось. В подростковом возрасте она мне одевала хорошо. Я одетая была. Девочка красивая, говорили. Я уже не голодная, почти не голодная, одетая. Потом сама поехала, 18 лет исполнилось. Это место Московская область, город Сталиногорск был. Там были шахты, новые шахты строили. Мосшахстрой. Поехала. Ну, там тоже работа наравне с мужчинами. Принимали вот этот материал, шахты строили, ну какие материалы нужны, какие камни, кирпичи, да и цемент, да и все. Вот это мы разгружали с вагона, грузили на машины, работали, шахты строили. Сейчас этот город называется Новомосковск, Тульской областью. Я приоделась, замуж вышла. Ну, был человек, как тебе сказать, притягательный он такой, Саша. красивый, был на целине. 2 раза он на лето ездил, 55-й, 56-й год ездил. Потом на пшеницу привез. Вагоном его привезли пшеницу. Куда уж парень, говорит, а служил в Германии. Это 55-56 год. Еще только восстанавливалась родина, еще только на стол. Что? Еще только на стола хлеба появились. В общем, Казахстан приехали. А здесь была жизнь, конечно, совсем другой взгляд. Степи такие, люди веселые, молодежь. Тут полная романтика. Привезли нас в станции Маралды. Сказали, а в степи висела длинная жердя, на ней привязан красный материал. Это назывался флаг. Вот этих людей я вот не знаю. Первый, говорит, парторг показал на этот флаг. Вот на этом месте будет совхоз имени Богдана Хмельницкого. Родила, конечно, сына. Ну, дальше начинали становиться на ноги. И совхоз рос. И мы укреплялись материально, морально, росли. И жили до 71 года. 3 детей у нас уже стало. 2 девочки, Таня, Ира, Вова.
Ну, все мелочи не расскажешь, конечно. Такой мальчик был вообще умный. Все говорил, я буду как Ленин. Этих девчат он их и вырастил, ленинчил. Младшей девочке Ирине было 5 месяцев, я пошла работать телятницей на ферме. И так работа хорошо пошла, так было легко. Утром пораньше 5 часов побегу, управлюсь, приду, я все успеваю делать. 8 часов, к 8 часам муж на работу уходит, я прихожу, он на работу, мы так он и в обед, и вечером, и утром. Тут даже и садика не надо было, но водили детей в садик. Так хорошо зажили. Ой, я этого не замечаю, что меня замечает, что я передовую вышла. Мне забота. Дома 3 детей, и коровы, и свиньи, и курей по 100 штук брала, цыплят выращивала. Мне до того, что ли? Мне лишь поуспевать, чем вот это вот. Ага. Ой, мне стали хвалить, грамоту, подарки давать. Одно прекрасное время прихожу с работы, подхожу, ух, быстрее, меня надо работать, успевать еще надо. Подъезжает машина, поехали, Щербакты, фотографироваться. Будут в Щербактах, в районе, это Щербактинский район, в районе будут твои фотографии на доске почета. О, боже мой, а как поехать-то, мне же надо управляться дома, детей накормить. И летом даже это было весной. Ага, ладно, успевала. Поехала. Ну, конечно, я была в почете. Вот на столетие Ленина. Где? Мне грамоту вручили там. Вот она. Телеграмма. Мать мужа умерла. Она там в деревне жила одна тоже. 64 года она умерла. Ну, он поехал, похоронил, приехал и говорит, у нас чуваш так. Как она хорошо говорится по-чувашски. Говори. Мать жила одна, дом пустой. Мать сказала, чтоб на этом месте крапива не росла. Дым шел. Дом сохранился, дым шел. Так вот, они разговаривают. Чувашла кала. Чувашла кала. Шак вырында тедиман зüндер. Ветренян жуттер. Поехали. Туда приехали. Мать с матерью, дом с домом. А у меня моя жизнь. У меня 3 детей. Я здесь жить не могу. Я люблю Казахстан. Там есть жилье, там есть заработок, там есть работа. В 79-м мы оттуда уехали, это начало 70-х. В каждом дворе были теплицы. И мы только приехали, и теплицу посадили, 1000 корней. Устроились на работу на тракторном, он заставителем поездов, я машинист. Насосное устройство, в общем, было. Обеспечивали, такой был цех, теплосиловый цех, обеспечивали вещзавод. Наш участок обеспечивал водой, литейные цеха, их охлаждать надо было водой. Мы подавали, обновляли вот эту воду, стояли 4 мотора одновременно работали, и я там сидела. Вот я там и слух-то потеряла. Ну и тут у меня есть и грамоты. Вообще была Благодарность. не на плохом месте. Ровно 20 лет я там поработала до пенсии. Медали. Медаль у меня с Хмельницкого С Хмельницкого. совхоза. Ага. Хмельницкого совхоза. В Ясно. Казахстане, ударный конечно, труд. а там какой медаль мне 20 лет было, уехала. Понятно. Все, что нажито, все в Казахстане. Казахстан мне дорог. Она моя родина. Вот я и зачинила стихотворение. Родная деревня у речки Хирлеп, где проходило детство мое. Настало время поднять целину, Родина звала нас в Казахстан.
Пришлось по душе нам казахстанская земля. Она нас приняла как мать родная. Это только моя душа такое может писать. Как мать родная. А годы шли быстротечно, счастливо. Чем мне счастливо? 3 детей, все уже обеспечили, еще живем. А годы шли быстротечно и счастливо. Теперь в Казахстане я, теперь в Павлодаре я, прабабушка. Но родная деревня у речки Хирле навсегда остается в памяти моей. Это родина. Все вот это писать, все это думать, как я живу, мне все это диктует моя прожитая жизнь. Я никогда в жизни про человека обсуждать без дела, почернить человека, унижать человека я никогда не буду. Я жизнь прошла по крупинкам. Знаю, что это такое. С сыном случился несчастье, его нет. Про него рассказывать я уже не смогу. Девочек этих сестришек, он его воспитал, он их вырастил. Ой, лет 6 ему было. Воды натаскает, пока я с работы выйду. Воды натаскает с колонки. Тани средней расставит. Пока мама придет, пол надо помыть, убирать надо. И сам с ней вместе моет, воды принесет, воды унесет. А самый маленький еще был. Оставляю, на работу ухожу. Говорю, вот это нельзя делать, вот это нельзя делать. К печке нельзя подходить. А он, езжа. Ну, дочь старшая, 63-го года рождения. Замужем живет, на дачном они живут. Внук вот ее сын. Правнучка, Настенька у меня есть, Настюшка. Я с ней бываю, нянчаю, когда она приболеет, в садик ходит. Младшая дочка Ирина закончила медучилище, конечно. Ой, тут опять больные места. Замуж поторопилась выходить. Отлично. Круглая отличница была. Учительница говорила с начальных классов еще Людмила Александровна. Это Ирина Волкова, палочка-выручалочка. Вот ее любили учителя. В 79 году еще сын служил. Нет, он уже пришел с армии. Ну, получили квартиру кооперативную, трехкомнатную. Приходит Таня, дочка старшая, плачет. Одни слезы в нашей жизни. Плачет, говорит, мама, папу увезли в больницу. У него аденома прихватила. Ну что, теперь надо ему помочь. Лекарств нету. В то время 90-е годы. Денег нету. Зарплаты не дают. А, пенсию получала я уже. Ну, маленькая тогда, 3000 было пенсии. Этого не хватает на лекарства, на все. Продаю семечки. Тогда семечки покупали. Удивительная штука жизнь. Денег у людей не было. Все покупали. Это тебе Бог подавал. Вот. Папа в больнице, значит. Лекарства надо купить. Операции ему делали. А это другой день, наверное. Все не обхватишь. Ага, сейчас надо лекарства. После операции. Продаю. За день семечки к вечеру наторгую. Знаю, что я продавала на лекарства. Это Бог тебе помогал. А тут время ему выписывать. Надо хирургу отблагодарить. Хочу бутылку коньяка купить. Напродавала за день. Ну, наверное, день уже не кончился. На лекарства напродавала. Ага. Еще надо мне на коньяк напродавать. К вечеру и на коньяк.
продала. Все. Вышла с положения. Я пришла в 96-м, В 96-м. в марте месяце. И вот с тех пор сеспели поешь, Ну ездишь да, везде, теперь да? чувашский центр, если уже тогда. Ну еще муж был живой, еще говорил. Но он очень хотел, чтобы я пришла туда. Он туда ходил первый. Очень хотел. Он первый. Я когда туда пришла, я тебя там не видела. Нет, я в 96-м была. Он прочитал объявление в газете. Тут же пошел, нашел Федотова. Он там первый. Он же у тебя на баяне играл? Ну, на гармошке играл. На гармошке На играл. гармошке играл, да. Потом у него там в центре висели 2 работы его. Он же художник у тебя еще. Картины, да, Да, он картины висели. любительский художник был. Внучка ходит тоже в Чувашский центр в Петербурге. Вот как хорошо. Преемственность поколений. Ага. Тоже красным дипломом, на 2 красных диплома закончила. Технический по железной дороге и Финансово. да, наверное, финансовый, налоговый. да. Можно назвать финансовой. Вы прожили очень хорошую жизнь, у вас прекрасные потомки, вы можете Да, ими да. гордиться, а они должны гордиться вами. Когда Лидия Ильинична жила в совхозе Хмельницком, Всё. они были молодые, они были комсомольцы, они ударно трудились. И мы с тех целинных времен, современные люди, знаем только одну песню. «Ой, ты зима морозная, но очень ясно звездная». Но комсомольцы пели еще песни, которые мы даже, к сожалению, ни разу не слышали. И сейчас Лидия Ильинична эту песню нам споет. Слушай, мама родная, эту песню простую из целинного края, там, где зорька встает, про степные просторы, про пшеничные горы и про девичьи взоры комсомолец поет. Хорошо здесь учиться, хорошо здесь трудиться, но неплохо б жениться, да и жизнь не тужи. Приезжай поскорее к молодым новоселам, погуляешь на свадьбе, дорогая моя. Здесь герои ребята, здесь герои девчата, комсомольским отрядом трудовая семья. Здесь герои ребята, здесь герои девчата, комсомольским отрядом трудовая семья. Браво! Еще можно? Конечно, нужно. Простите, помнить надо. Ну, вспоминай. Ну, эту можно вообще очень распространенную? Едут новоселы? Да. Нет, не надо, мы же Нет. ее знаем, конечно. Я Нам думала, надо, что- чтобы мы не знали какие. Чтобы не знали. Да. Что там еще комсомольцы пели? Приехали воодушевленные такие в Казахстан, поднимать Казахстан, целину поднимать. Вспоминай, Лидочка. Мы пришли чуть друг за другом след. Тоже знаете все. Нет. Мы пришли чуть след, друг за другом след. Нам вручил путевку комсомольский комитет. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселом и ты, и я. Встретит нас ветра, стужи и жара, трудные дороги и ночевки у костра. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я. Мама, не скучай, слез не проливай, справить новоселье поскорее приезжай. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я.
Ну, я вот Едем это мы, слышала друзья, немножко. в дальние края, станем новоселами и ты, и я. Молодец. Кажется, куплет пропустила. Волнуюсь я. Когда волнуюсь, я Не рассеиваюсь. надо волноваться, не надо. А в волжскую можно песню петь? Давай. Какую? Ну, давай. Тем более ее сейчас не поют. Ну, а вот ты давай спой. Над водой березки елки, дым рыбацкого костра. Хороши весной на Волге золотые вечера. Хороши весной на Волге золотые вечера. На закате тучки тают, тучки розовые сплошь. Вся от солнца золотое, ты на лодочке плывешь. Вся от солнца золотое, ты на лодочке плывешь. Если в шутку я спросила, я ответил бы всерьез, что на свете нет красивей золотых твоих волос. Что на свете нет красивей золотых твоих волос. Целый день я их не вижу, ты пойми да пожалей. Выходи же, ты на берег поскорей. Выходи же, ты на берег поскорей. Загляну в глаза волжанке, нежным словом назову. Под березкой на полянке сядем рядом на траву. Под березкой на полянке сядем рядом на траву. Соловей запел, защелкал, преклонишь к моей груди. Ой, ты, ноченька, надолго, подожди, не проходи. Ой, ты, ноченька, надолго, подожди, не проходи. Молодец. Сейчас давай чувашла пой. Чувашскую колыбельную песню ты мне пела по телефону. Сейчас Давай. еще одну волжскую спою. Какую? Какую-нибудь? Над полями зорька светлая, ты березонька нарядная. На листвах твоих багряный цвет, что же друга милого все нет. На листвах твоих багряный цвет, что же друга милого все нет. Ой, березонька нарядная, ты послушай, ненаглядная. Я открою душу не тая, для тебя навек любовь моя. Я открою душу не тая, для тебя навек любовь моя. Вот видишь, сколько песен помню. Хилеп хиренчи тени елінче, епшурал начала шырынче.
Şurgune jitten hürriyet parada prandan acabı cagılyana şiran kerince. Şurilemi be hürriyet yenile çundur navattı vitinedi. Man yuratna hirlevep sanrana yakra hal Kazakistan şerince burunadı bep. Pidince irtış herince manjun юраdat iki ханжева. Все? Это что прошло через мое жертву, что я видала. Вот у нас такая речка, Хирлеп называется, Хирлеп, вот такая ширина, наверное, есть. Ну, деревня, такая глухая деревня, ничего такого не видим, что видели раньше. В город не ходили, не ездили, это было, это в нашем детстве полностью еще существовало. Вот весна. На нашей стороне, на нашей, вот деревня кончается, тут берег, крутой берег. А там как солнце пригреет в марте уже, на этом высоте, на берегу, снег растает, земля подсохнет, а на улице еще снег лежит. А люди после зимы, после мороза, это все настолько естественно. Зима очень тяжелое время. Было в наше время. Сейчас, конечно, другая жизнь. Так, в первую очередь, конечно, дети туда собираются. Игр много играли мы раньше. У нас игры были такие. Ой, идти на берег Хирлепа, поиграть в игры, нам и хлеба не надо, и картошку не надо. Рада. Вот такая вообще в душе была. А где-то к вечеру уже, когда управятся, и взрослые туда же собираются смотреть на детей, как они играют. Это каждодневный праздник был, пока праздник растает. Но тут лед идет, знаете, люди как рады это все видеть. Вот это все взято от естественных. Нету. И вот такая была радость. Пришла весна, нам уже тепло, у нас уже... Скоро посев, скоро урожай будет, скоро мы будем сыты. Вот такая была жизнь. Опять начинаю волноваться. Такая была жизнь. Но она мне очень душевная. Вот это вот все. Я его сейчас бы, сегодня видела бы, и завтра видала бы. Вот эту речку я хочу видеть. До чего, мне кажется, она красивая. Но она наша жизнь была. Ну, это ностальгия у всех людей. Да, да, на всю жизнь. Вот и стихотворение от этого. Так, по-чувашски я говорила, рассказывала. Вот Чевашла рассказывает, что Пашкар, пароход, Волга, там что, давай. Где-то. Агумраларать хуламар, шурокабр шубашкар. Пусть не доядена осладал, хенжиране уменже. Вот килейк бызык пароход, саспарат шубашкар деленже. Кудок параденник, кудок дает пароход. Саспарат шубашкар деленже, это уже пишу я, как бы, как оно называется, да, кудок парад. Темес, это. Саспарат шубашкар деленже. Он засидели мне, я нарад шубашкар уменже, потому что город любимый, красивый такой. Адаланик ширане земдорах, үзеше ванзем шагазем хурндем. Üzem tüptürü şirliyle кушает, еще кушилду хичи. Ну, у меня кушилду хоть, конечно. Ну, чуваш, юмаки жапла вышла дать. Пурунный дед, пергарчик, папер, старик. Все говорили, карчик, старик пурунный. Зень был на игихер. Карджикин, теперь старикин. Ясно, дело уже Карджиге стариган херне юратман. Все калана промай, калана. Кайзаяруна вармана. Вот старик ложабилетие, казаярать херне вармана. Шүретте. Пер шалаш еверле, пюрт еверле, что-то курать. Пюрт тес было, те еверле. Богатте, алак не ушса, унда карчик вырдать. Баба Яга инде, Баба Яга. Карчик вырдать.
Влада, Чирлик. Тит каржык кылать. Эдем өлгер. Ангер гунда. Епсаны шиап. Ику, Евашин, Галадин декинемей. Епсана пуложып, титсана менгирле. И каржык шемизледет Евашланда гаять. Ага. Вот тит мане пужа тура. Тура пушне. Она уже чемакланда бет, не шуще. Хулен, тура пушне. Шумана дить, вот волошкара шумана. Швать. Шо, кажек мингалать. Абат пижерде жидер. Абат пижерде жидереть. Ай, кажека милела их пульче. Вот, камага хутеть. Камага худать. В общем, щинна мингиле вештовать. Хеража. Ну, юмахендегу. Все ж таки вона киле кайма чармач пулазынде. Ага, киле кайма буштандан хеража. Унавыл барать укша. Штан укши болны жинде. Укша барать я балазан, тохан малы барать. Юмахендегу. И килеги лет хеража живая, здоровая, одетая. Тоганна укши да бурун. Каржик хыпса югет. Ой, дить, когда архамар. Это тебер херачине де кунада газер. Волдажам бек пуян гильдер. Вот когда я рад, старик. Тубат ку бюжде, ку херачинде, ку каржикын хере. Ага. Ой, вот каржик хитре марскер. Иренеть. Вот. То же самое галать. Вот тетя мана ухаживает то. Она. И летя, по-моему, крепле, ведь я плохо смарит крепле. И летя тура, значит, ой, дать чужезеня. Ой, дитя, самбаку, гумбек тура магидлемар. Маныра дать пусть капла. Ага, то же самое дальше. Шузая родить, шумаш, немде думаешь, не двахшан марындеку. И у нас хузаярат качка. Тухсагай бундан халих. Вот килек кильне, немде жук. Ага, етты болна да возай. Етты верейдінде калать, юмах. Ля-ля, вельмегайна пуйзла кильне, пуймагайна вельсе кильне. Я каржик, влер гуета. Влерет еттине. И все, вот такой юмах. Такой юмах. Ух, ребят, мандагайна. Ну, мой бельнечи, мандагайна. Сказывай. Ну, сыпка юрли. Сыпка был, но ведь тоже у нас хупран дуна, вот так вот. Хупран. Как корзину дуна, курман это бельместер, естер бельместер. Да. Без корну бульха. Знаю, да. Да. Ага. Ну, теперь Евшран. Евшран-то хупран все. Ну, это знаем, где сыпка юры называется. Ага. Складно. Ачине, урине, нянине, тунине. Лабаш, сиптерме, тапи, шюреме. Шивараджам, шиварах, их идут лаболдарах. Ну, слава Богу. Нянине, тунине, нянькине, значит, тунине, ури тунине. А чине лапине уже. Нянине, тунине, чине, урине. Тапи, шюреме, лабаш, сиптерме. Мелодии как такого не было. Так Ну, она- такие бесхитростные. Да. Знаете. Тапи, шюреме, лабаш. Тапи, шюреме. Шюреме леон. Ну, что-то ценное есть в этих словах. Ну, переводи. Это няни, значит, наги сиктереть, качает.
Ага. Не, туды поедет, не, ол септердер она. А чине, урине. Вообще бессмысленной песни, бессмысленные стихотворения нету, не существует такого. Все это как могли взяли. Ну, вот, Ну, слава темнота Богу, же была, запомнила. что там? Узал я тут пожюреть, и я чуран жюреть. Это относится как бы вот эти сплетни народные. Когда плохо говорят, оно быстро расходится. Эх, пошло. Это такие, все взято от жизни. Непросто. Узал я тут пожюреть. Значит, плохое Разлетается быстро. слово расходится. быстро разлетается. Упа, Ага. верхом бегает. Верхом скачет. Ага. Узал я Илья чуран жюреть. А хорошая молва, Пешком ходит. хорошие сильно передавать не хотят. Значит, плохие люди всегда были. Да. Зависть. Узал я тут пожюреть, Илья чуран жюреть. Танюшина, Все, согласна. тебе с тобой. перевела. Ирут була тигаран балла, иржин була сачаран балла. Будущее, ну, жизнь сейчас связана же лошадью была. Человек-лошадь, это рядом жили, считай. Будущее хорошая лошадь, жеребенка с самого рождения видно. А будущий хороший человек с малых лет, с детства известно. В общем, как у жеребенка видно, какая лошадь, ну, породистая там какая, с жеребячих времен видно. А по человеку то с детства видно, какой Детство, он будет. с малых лет. Ага, с малых лет видно. Амышне пухтахердейль, Что это как? амышне пухтахердейль. Бери невесту по матери, на мать посмотри, а на дочь женись. Какая мать, такая будет дочь, да? Какая мать, такая дочь. Ясно. Щи наша доганалт, хуек не булдаран. Чужому яму не рой, а то можешь сам туда попасть. Турран харамагалана, едемрен водан магалана. Это таких людей касается, как суки. Мгм. Бога побойся, а человека постесняйся. Мгм. Беспощадно не веди себе. Держись в рамке. Ирдыраган иргурать. Это уже распространенное по-русски. Кто рано встает, тот добро наживет. Сноха приходит по дому, а скотина приходит по... Как называется? По двору. Ага. Сноха приходит по дому, скотина приходит по двору. Вошла, говорит. Мле кильжурт, в общем, мле семья. Мгм. Мле семьяна, шаванбек кингелить. Ну, короче, Сноха. по семье и сноху Да, сноха по бывает. семье и сноху. Да. Да. А по Вот двору ты мне, и ты мне всегда поможешь. Ага. По семье и сноху, правильно? Кильне бельзе кингелить, картне бахса вылегкилеть. Вот. Шигардавар хиригириш. Это значит хорошие отношения и взаимно. Должны быть взаимно, все правильно. Ага. Уйгушло в роман Глагала. Она тоже очень хорошо подходит. Уйгушло в роман Глагала. Поле значит зрение. Ага. Поле зрения, лес слышимо. Уйгушло в роман Глагала. Лес звонкий. На поле смотришь, а лес звенит, На да? поле видишь, а в лесу слышишь. А, понятно. Да. тут Лесу всё слышно. правильно. Да. На поле видно, в лесу слышно. Так, по-простому, давай скажем тогда уже. Дальше. Хаундан Будана и Мастан. От себе не уйдешь, Не утаишься. не утаишься. Хаундан Будана и Мастан. Мгм. Шекар болған бурнашпур. Это мы знаем. Хлеб есть? А, хлеб всему голова. Ну, понятно. И кенегет чемелаях, твата на манжак малаях. Вдвоем длины хорошо кушать,
четвером молотить. Латыжук-то латыжук. Раньше же жили, так не стремились отдельно жить молодые. Поженились и ушли на квартиру, куда? Раньше жили вместе. Где стариками вместе живешь, это представить тоже нетрудно. Старый человек и экономный, и мудрый, и работать не полениться. И легко жить было, поэтому жили вместе. Латыжук-то латыжук. Если без стариков, порядка нет. А сейчас это не существует, конечно. Потому и разводятся, да? Да. Вы знаете, хиришме вышло зандапуложаще. Все, правильно. Латыжук-то латыжук. А поймала на Вильдейле, Вильмерай на Бузагельне говорила, что это сказка. Меня гончам ждать, что посеешь, что и пожнешь. Русский есть. Чем вошла, меня гон ждать. Над хромым и слепым смеяться нельзя. Чем вошла? Над хромым и слепым смеяться нельзя. Чем вошла гола? Над хромым и слепым смеяться нельзя. Сукор два данку. Уксак сукорданку маламар. Уксак сукорданку маламар. Син божеку пустобушмар. Син божеку пустобушмар. Голова человека, говорит, это не качан капусты. Не капустный качан. Идем воскать туровскомощь. Человек спешит, Бог не спешит. Человеку, да. Идем воскать туровскомощь. Кто с ненавистью глядит, да? Или что? Идем воскать туровскомощь. Ну, человек спешит, а Бог не спешит. Ну, это понятно. Человек воскать чинно узол дома. Перепутала все. Человек спешит, чтоб повредить человека. Ну. Понятно. Спешит повредить человека. Навредить Вот человеку, так. вот так, да. А Бог не спешит. Бог Идем не в спешит, Москатуру да. воскомощь. Бог ждет, да. Вот так. К этому относится. Это Кажется, всё. про месть, да? Про месть. Да. Узалон дирне херегенземен. Еще. Плохому человеку, сорокам не убедить, не успокоить, не хорошему не привести. Узалон же умела речень Иронуровичне. Переводи. Чем плохим человеком сидеть рядом, общаться, хорошему человеку хотя бы поближе быть, к ногам, и то пользу получишь. Вот как. Узалон же умела речень Иронуровичне. Нормальным человеком побыть рядышком, поговорить, это душа. Все работает душа. Хочу рассказать немножко, сколько знаю. Конечно, в старое время такие документальные вещи не сохраняли еще, ни фотки нету, ни сохранности. Знаю по рассказу маме и ее сестер. Сестер их было 8 у дедушки. И представьте себе, раньше на женщину земли удел не давали. Он вот эту задерживал на одной своей земле. Чем он зарабатывал? Он шил. Ага. Эти дочери, ну нет ни одной фотокарточки. Сколько у меня потеряно. Все красивые. У нас на все 8 теток один размер. Вот я какая есть. Они так и уходили из жизни. Нету ни одной уже. Вот говорили, мы приходим в церковь. Люди типа тех людей смотрят, шепчут, чем же сегодня за вину дочери пришли, в чем они одетые.
А раньше у чуваш-то чё, они каждый раз приходили в новой одежде. А раньше что у чуваш? Холстяное, рубашечка, ноги намотали, лапти. И такая жизнь, так и жили. А дедушка, когда летом все посеет, урожай уберет, швейную машину за плечо и идет с деревни в деревню и дойдет до русских деревень. Ага. А у русских-то все-таки что-то было. Они не так уж в лаптях ходили, да, вязаных этих. Чулки, вот говорят, вот это. Чулки, простые чулки. Их в помине не было. Чуваш, во времен наших бабушек, дедушек. Вот он видит, ага, какие есть чулки. Я их наберу своим дочерям. Видит, вот это школьный фартук, не знаю где как, в наших краях он пошел от нашей дедушки. Его помине не было. Он видал в русских деревнях вот эти фартуки. Фартук, как красиво, девочка. Я зашью своим девчатам. Школьный, не школьный, но он красивый. Мои девчата носить должны его. Вот приходит, зашьет фартук этот, приходят они в церковь. Тут, ой, падают. Самая младшая, тетя Вера была, самая младшая, бойкая такая. Ага. Вот, говорит, заходит в церковь, идет. Смотрите на меня, не упаду ли я? Так смотрели на них. Савина дочери, а по-чувашски, говорит, она еще как-то лучше клеится. О, Савина дочери, Савина дочери. Оно доходило до наших времен. И я порой не рада была. Они были красивые, модные, не как подчиняют, их боялись замуж брать. Савина дочери, они мужей не подчиняются. Такое распространили. Это, конечно, добавляли, ненависть туда приключили. Ну, зависть. Они зависть. были такие, зависть, они были такие же работящие, пахали, сеяли, жали, молотили, но одевались лучше их всех в округе. Вот такой у меня дедушка Савелий. Лида, а у вас Савелий. ткацкого станка не было дома? Ткацкого станка? Ткацкий станок вот ткали? Не было? Он ткань где брал, чтобы шить? Ткань. В нашем доме? Да, но он ткань откуда брал? Покупал ее, что ли? А дедушка? Да. А как же? Ткань, это было холсты сами ткали, а как Сами же? ткали, в каждом как доме же, было, так же да. ткали. Только вот красиво вышивали, но кроме холст это холст, он у всех, они тоже холстами носили, эти девчат. Вот то фартук, то вот это чулки, то вот такие дополнительно на рубашку вот это он все попридумал. Эти чулки он привез первое, какое удивление было. Где Савин Ефремович? Савин Ефремович он был. Ох, где он его достал? Как он? Где он его взял? Кто, в городу езжал? Что, видал, что ли? Ага. Молодец какой был. Это мамина родня. Красивые все такие были. Но нету ни одной уже. Теперь расскажи-ка еще, знаешь что? Слушай, как у нас же девочки у чувашек с 5 лет берут иголку и начинают вышивать. Вот им дают и вышивают. Да. И вот они, вот этот надкут холст, он же такого серого цвета. Вот эти ткани шли белить. Знаешь, как белили? На речку. Намочат, разложат, солнце выжигает. Ты понимаешь, они белые становятся на солнышке. И потом на них... Хлопчатой бумаги не было. Да. Если для хорошей праздничной рубашки только был лен. И лен, и коноплю, его надо выбеливать было. Хлопчатобумажного близко не было в наших краях. Вот конопля. Конопля, где-то дикая конопля можно видеть, на даче, за дачей где-то. Но это дикая. Но там уже сеяли, как тебе сказать, ну постоянно они с этим и жили. Как Вот делали ткани из конопли, Лидия Ильинична, расскажите. Собирали ее, как? Коноплю дергали, завязывали на большие
снопки, снопочки примерно вот такие. И закладывали воду. Там у нас речки, ручейки, воды хватает. Край водный. Ага. Продерживали где-то неделю-две, наверное. Она уже становится мягкой. Внутренной вот этой вот косточки становятся мягкие. А верхней, как называется, скажи? Оболочка, да. Ага. Она еще называется оболочка. Ну, стебель. Табличка. Мгм. Его мяли. Для этого был специальный станок, был деревянный сделанный. Там знали все. Ага. Вот. После этого еще били кизип. Кизип назывался. 4 человека. Оно или березовое, или дубовое, чтоб тяжелый был. Ведь Что? Забыла чуть. она такая твердая, эта оболочка, чтоб мягкой стала. Ну, потом чесали. Специальные были чесалки такие. Их сделали. Ведь ничего такого искусственного, как сейчас, не было. Все натуральное надо было делать. Его сделали аж щетины, от свиной щетины, заливая смолой сосны. Твердый, как проволочный делается. И чесали. Но это она уже совсем мягкая. Почешут. Верхний, значит, она идет как-то второсортной, сортной, идет на грубую На мешок. ткань. Ага. На мешок, да? Ага. Ну ладно, на мешок и одежды шили рабочие. Ну ничего же не было, это самое, как сказать, фабричное. Все сделано было вручную. А в середине она уже блестит, как шелк. Ее ткали тонко, 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 вот так вот. Вот так? Это уже Светили. это уже шло на рубашки. Белая рубашка. Ее вышивали, кружева вязали, пришивали. Все это делала женщина. Лидия Ильинична, а как ее ткали? Веретеном, что ли, или как? Ткали Да, как вот из этого вытягивали эти нити? веретеном, одной Вот так? рукой вытягивают. Как шерсть, да, вот так нитку? да, И да. это так же, А да? с этой? Крутилось веретено, да? Да. А, понятно, все. Ага. И все, и потом И клубок, всё, да. и начинали ткань, да? Ах, не глубок, делали моток. Моток. Чтобы выпарывать, чтобы был не глубок, а моток. Ага. Такой длинный моток. Ой, чтобы ой. печку ложить, так выпарывать. Клубком не выпаришь. Ага. Так его же куча он какая была. Мгм. На семью. Надо, имели этого холста у каждого почти полный сундук. На рулон мотают, сундук, чтоб был полный. Вот зачем вот это надо было, а? Я сейчас думаю, через год где-то ткали бы. Или 2 даже можно было. Ну, бы. чуваши запасливый народ. Да, Да. полный сундук, чтобы был. Чтобы девушка, когда замуж выходит, сундук, чтобы был тяжелый. Шла, шутки такие шли. У кого полный сундук не был, но это уже лишнее, наверное. Ну ладно. Чтоб сундук был тяжелый, выносить у невесты кирпич ложить. Вот это может лишнее, приданое. но Ну, поговорка ладно. такая Ага. шла. Ладно. Ага. Ну, дальше. И сейчас, наверное, у кого-то есть. Ага, давай дальше. Чё? Ну, дальше уже В печку как это, ложить? это колхоз делали, все обеспечено. Все будет, рубашка будет, штаны будут, все будет. Ткали на ткацком станке? Станок, да, деревянный ткацкий станок. Ох, он мне нравится. Мне, между прочим, мне так нравится ткать. И потом берет ткань и И отбеливает. да? потом, потом уже ткань отбеливали также. Также ложили в печку. Вот коноплинное, это самое, ну как же называется, волокно. Ага. Коноплинное волокно. И также ложат в печку, также золой его осыпают, выпаривают. На ночь это делают. Утром несут холм. За деревней у нас был холм.
Там еще остатки снега. Снег еще не растаял. Такое время это все надо производить. Вот с утра поедут, настелят на снег. Оно до вечера лежит, как раз солнышко на него вот так вот. Вечером опять ополаскивает, кивают. В печку не каждый день уже ложат. Где-то раза два, наверное, ложат. Ну, домой собирают, чтобы она была дома. Утром опять понесут, постелят туда. Вот такая работа. Так одевали себя. Так жили, наверное, тысячами, может, миллионами лет. Да как же, до советских времен. Сами все А делали. когда оно начиналось, это я не знаю, кто знает или нет эту историю. Ну, факт, что такая была жизнь. Ay, 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 ay.